Я начал войну под Москвой, под Ржевом. В Красную армию Леонида Мочтакова призвали в 19 лет в июле 1942-го. Сразу попал в сталинскую добровольческую стрелковую бригаду. Стал командиром пулеметного взвода. В боях под Москвой получил серьезное ранение и оказался в госпитале. После этого, через 2-3 дня, этот участок немцы окружили. Вот. И наш командир дивизии, подполковник Белоконь, был в глубоком расстройстве и застрелился. Через 1,5 месяца он окажется под Сталинградом. Тут каждый метр деревень приходилось брать с ожесточенным боем, вспоминает ветеран. В наступление в основном шли ночью, чтобы авиация противника их не заметила, прятались в снегу. Обстановка была очень сложной, самая тяжелая. Да, Красной армии неимоверное мужество всех сил, безмерные жертвы были отданы ради этой великой победы. Сталинград навсегда останется отсчетом поворота войны. Это были самые ожесточенные и страшные бои за всю военную службу, вспоминает ветеран. Сталинград был объят пламенем, гибли товарищи и мирные жители. Не всегда хватало оружия, рассказывает Леонид Мочтаков. Промышленная западная часть страны была оккупирована, и все еще шла эвакуация предприятий. А пока они транспортировались, пока на новом месте их строили, возводили, это прошло полгода. И эти полгода как раз оказались вот на 1942 год, на 1942 год, когда кругом не хватало и патронов, и снарядов. Удержать Сталинград удалось благодаря всеобщему единству и сплочению советского народа. Была проведена очень четкая мобилизация. Это первое. Мобилизация всех сил. У нас почти на всех фронтах численный перевес в людях был. Каждое сражение, даже за каждое село, все равно наши воинские части несли жертвы, несли, конечно, безусловно, потери людей. В его военной биографии битва под Москвой, освобождение Молдавии, Румынии, Болгарии и Югославии, форсирование Днепра. За подвиги награжден орденом и медалями за отвагу, за оборону Сталинграда. За боевые заслуги имеет 7 грамот, подписанных Сталиным. 2 февраля, в День Победы в Сталинградской битве, Леонида Мочтакова навещают из Совета ветеранов. Когда мы приходим с участниками боевых действий, и которые воевали на Украине, им есть о чем вспомнить, поговорить, дать какие-то напутствия, потому что та была война жестокая с фашистами, а это еще жестче, потому что тот фашизм и этот фашизм, они имеют одни корни. И вот министр приехал принимать, смотреть. А это уже 1973 год. На кадрах юный Леонид Мочтаков докладывает о ходе работ на Заинской ГРЭС. Он проектировал и участвовал в строительстве электростанции. Прошел путь от инженера до начальника отдела капстроительства. Обеспечивал поставку оборудования. Сейчас ветеран изучает исторические факты, читает книги, посвященные войне. А также всегда пишет стихи. И сбылась счастливая примета. Я вернулся к Волге, в Сталинград. А оттуда я протопал пол Европы, 2 зимы, 2 лета. Взводному положено без почестей наград. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Заинский район.